ученица 11 класса Университета орфографии, мой научный руководитель Джумабаева Джусу Джаханова. Мой научный проект называется «Заимствование слов в русском языке». Заимствование слов – это естественный и необходимый процесс языкового развития. Лексические заимствования обогащают язык и обычно нисколько не вредит ему самобытности, так как при этом сохраняется основной свой словарь, а кроме того неизменно остается присущим языку грамматический строй и не нарушается внутренними законами. Заимствование не говорит о бедности языка. Все мы знаем, что русский язык живет и развивается на разных этапах своего развития. Русский язык заимствовал слова из других языков. Многие из этих слов давно укоренились в речевом обиходе. Появились большое количество новых понятий, слов и терминов. В русском языке много иностранных слов, потому что они заимствованы из других языков. Обойти список употребления иностранных слов в современном мире нельзя, так как они приходят к нам как наименование предметов, явлений и новых веществ. В результате экономических, политических и культурных связей с другими народами заимствовалась различная лексика. Например, из польского было заимствование в основном бытовая лексика, например, кофта, замша, коляска и фуражка, а через него были заимствованы латинизмы, монета, публика. А из украинского языка заимствованы бублик, борщ, капак и так далее, а из чешского беженец, полька и робот. Разумеется, абсолютно без заимствования язык существовать не может. Развитие цивилизации и культуры не стоит на месте, появляется множество новшеств и изобретений, которые нужно как-то называть. Мы заключаем, нельзя отрицать влияние заимствования на развитие русского или любого другого языка, но заимствование обогащает язык, когда используется при необходимости, но никогда наблюдается засилие иностранных слов, а тем более, когда они оказывают не очень хорошее влияние на подрастающее поколение.